доказательств. Голова всегда важнее любой другой части нашего тела. Поэтому примем это данное за основу и будем отталкиваться от него. Вертикальное положение тела и правильная осанка – это наиболее оптимальное положение при распределении нагрузки. Я уже неоднократно упоминал в этой книге, но повторюсь еще раз, что во время рождения у ребенка часто смещается первый шейный позвонок. Помимо других функций, первый шейный позвонок является основой, или, правильнее сказать, платформой, на которой лежит наша голова. Соответственно, от положения первого шейного позвонка зависит и положение головы, потому что если платформа или основание будет наклонено или сдвинуто, то и голова, которая на ней лежит, будет наклонена или сдвинута. То есть положение первого позвонка определяет положение головы. Если предположить, что первый позвонок смещен и имеет наклон, то голова также не будет находиться по центру нашего тела и будет иметь тот же наклон. В голове у человека, помимо контролирующего центра, находится вестибулярный аппарат. Это орган, который определяет положение тела и различных его частей в пространстве. Соответственно, когда голова имеет наклон, он тут же сообщает контролирующему центру об этом. Контролирующий центр отдает приказ организму о том, чтобы сделать так, чтобы голова вновь заняла вертикальное, правильное положение. Хотя бы просто исходя из того данного, что голова имеет приоритет. Изменить положение головы относительно первого позвонка не может никто, так как это закладывается во время рождения. Изменить же положение позвоночника довольно просто, напрягая и расслабляя отдельные мышцы, идущие вдоль и рядом с ним. Поэтому организм с легкостью вносит эти изменения в настройки опорно-двигательной системы. Позвоночник искривляется, а голова приобретает более вертикальное положение. Итак, резюмируем все вышесказанное в виде основных положений. Первое. Голова имеет приоритет, и она важнее всех остальных частей тела. Второе. Голова лежит на первом позвонке. Третье. Положение первого позвонка определяет положение головы. Четвертое. У большинства людей первый позвонок смещен, имеет поворот и наклон. Пятое. В голове находится вестибулярный аппарат, который сообщает контролирующему центру информацию о том, что голова имеет неправильное положение. Шестое. Контролирующий центр отдает приказ о нормализации вертикального положения головы. Седьмое. Организм выполняет приказ за счет искривления позвоночника и выравнивает или пытается выровнять вертикальное положение головы. Восьмое. Несмотря ни на какие медицинские процедуры, позвоночник будет оставаться искривленным до тех пор, пока смещен первый позвонок и голова имеет наклон. Что делает медицина в отношении сколиоза? Медицина остается неизменной. Она поддерживает старые варварские традиции, иногда переходя на современные методы, которые я вообще считаю Святой Инквизицией. Самое безобидное, что предлагает нам медицина в отношении сколиоза, это безобидная мануальная практика. К слову сказать, мануальная практика категорически запрещена к применению людям до 20 лет. Если это применяется в отношении ребенка, то это приобретает еще более жестокий вид. Грубо говоря, беззащитный детский организм находится на стадии формирования и строительства тела, а мануальная практика грубо вмешивается в эти процессы, подвергая позвоночник ребенка жестокому насильственному смещению позвонков и межпозвоночных дисков. Вытяжки, корсеты, специальные интернаты, в которых дети проходят учебу в лежачем положении на специальных кроватях с вытяжкой. Различные хирургические операции с вставлением титановых прутьев на протяжении целых отделов позвоночника, и так далее. Это далеко не полный перечень мер, которые использует Святая Инквизиция, современная медицина. Все эти инструменты и методы абсолютно не нужны организму человека, у которого имеется сколиоз той или иной степени. Если мы знаем причину, а в 90% случаев это смещение первого позвонка, то, устраняя эту причину, мы можем максимально приблизиться к решению этой проблемы. Конечно, есть еще такой дополнительный фактор, как возраст человека. Если мы сделаем коррекцию первого шейного позвонка ребенку до 14 лет, то на сегодняшний день мы получаем практически 100% результат. Еще раз повторю другими словами. Какая бы ни была степень сколиоза у ребенка до 14 лет,
мы можем получить практически здоровый организм без операций, корсетов, вытяжек и других варварских инструментов современной медицины. С увеличением возраста человека процент эффективности падает вплоть до 60 лет, после чего он остается неизменным в районе 10-20%. Но даже эти 10-20% изменений в позвоночнике у человека с возрастом за 60 в официальной медицине признаются невозможными и определяются на уровне чуда. Сколиоз, в свою очередь, является источником большого количества других заболеваний опорно-двигательной системы. Но об этом подробнее я расскажу в следующих главах этой книги.